Значит, Южштаб наш шлаг в соответствии со стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержден указом президента Российской Федерации номером 537, преступные посягательства, связанные с коррупцией, отнесены к основным источникам угрозы национальной безопасности. Коррупция пронизывает все сферы жизнедеятельности общества, в том числе и здравоохранение. Коррупция и здравоохранение – это повторяющиеся и находящиеся в постоянном развитии комплексное негативное социально-правовое явление, которое выражается корыстным использованием медицинскими работниками своего служебного положения в государственной и частной системе здравоохранения с целью неправомерного получения материальных и нематериальных благ и преимуществ, а также незаконного предоставления таких преимуществ физическим и юридическим лицам, причинившие или способные причинить существенный вред интересам общества и государства в области охраны здоровья населения, а также разрушающие нормальные общественные отношения в сфере реализации прав граждан на охрану здоровья. Министерством здравоохранения Республики Татарстан в 2015 году была запущена антикоррупционная программа, утвержденная приказом номером 1492, период действия которой в 2019 году была продлена до 2022 года. Целью программы является выявление и устранение коррупции, создание условий, препятствующих коррупции, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции. В Актанжской центральной районной больнице работа по профилактике и противодействию коррупции ведется в соответствии с национальным планом противодействия коррупции, значит, на 2018-2020 годы, утвержденным указом президента Российской Федерации номер 378, а также государственной программой реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан, значит, номером 512. Профилактические мероприятия направленные на формирование у работников и медицинских работников отношений к коррупционным проявлениям проводятся на постоянной основе. При этом особое внимание уделяется исполнению работниками законодательных актов в области противодействия коррупции, созданию условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих предупреждение появления коррупции. Возложение ответственности на работников за коррупционные правонарушения, повышению качества профессиональной подготовки работников в сфере организации противодействия коррупции, нетерпимо, значит, повышение качества и доступности медицинских услуг, совершенствование условий, процедур и механизм государственных закупок. С целью повышения эффективности работы по противодействию коррупции разработаны и утверждены в 2020 году следующие документы. Это Кодекс этики и служебного поведения работников Центральной районной больницы, комплексный план мероприятий по противодействию коррупции, положение о конфликте интересов, положение комиссии по противодействию коррупции, антикоррупционная оговорка в трудовых договорах, журнал обращения граждан о коррупционном характере действий работников структур и обособленных подразделений, журнал заседаний комиссии по предупреждению коррупции. Приказом главного врача создана постоянно действующая комиссия по противодействию коррупции. Приказом главного врача также назначены ответственные лица за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений и, значит, в учреждении. В учреждении работает телефон доверия, это 309-38-342-02. В больнице имеются стенды по антикоррупционной работе, на которых размещена информация о работе телефона доверия для пациентов, об оказанных видах бесплатной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования и информация об оказании платных медицинских услуг. С целью максимальной информированности населения создан и функционирует сайт, на котором размещена информация о порядке оказания медицинской помощи, о работе телефона доверия, о графике приема врачей, перечень жизненно важных медикаментов, размещается информация профилактической направленности. В Актанжской центральной районной больнице ведется постоянный контроль над организацией работы по рассмотрению жалоб. Все письма, жалобы регистрируются и обрабатываются, что позволяет контролировать прохождение документов на каждом рабочем этапе и обеспечивать надлежащее исполнение в установленные сроки. Для обеспечения гласности и прозрачности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, работа осуществляется в соответствии с федеральным законом номер 44. В целях профилактики коррупционных проявлений в учреждении руководителем и его заместителями ведется прием по личным вопросам. Структуру данных обращений составляет прежде всего вопросы по оказанию медицинской помощи, лекарственному обеспечению, фактов коррупции пока не выявлено. Среди сотрудников учреждения проводится разъяснительная работа по недопущению фактов вымогательства и получения денежных средств, других материальных ценностей за оказание медицинской помощи. Контролируется соблюдение требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения работников учреждений. Разъяснено о недопустимости поведения, которое может восприниматься окружающими
как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку. Медицинский работник не вправе использовать свои знания и возможности не в гуманных целях, использовать методы медицинского воздействия на пациента с целью его наказания, а также в интересах третьих лиц, наносить пациенту физический, нравственный или материальный ущерб ни намеренно, ни по небрежности, безучастно относиться к действиям третьих лиц, причиняющих такой ущерб. Отказ пациента от предлагаемых платных услуг не может быть причиной ухудшения качества и доступности, уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых ему бесплатно в рамках программы государственных гарантий. Медицинский работник не имеет права, пользуясь своим положением, эмоциональным состоянием пациента, заключать с ним имущественные сделки, использовать в личных целях его труд, а также заниматься вымогательством. Медицинский работник также не вправе предоставлять при назначении курса лечения пациента недостоверную информацию, неполную или искаженную информацию об используемых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, в том числе скрывать от пациента информацию о наличии лекарственных препаратов, имеющих более низкую цену. Медицинский работник также не должен принимать поощрение от фирм изготовителей и распространителей лекарственных препаратов. При выполнении должностных обязанностей медицинский работник должен сохранять трезвость и не находиться под воздействием каких-либо средств, вызывающих стойкие пристрастия к ним. Должностным лицам и сотрудникам рекомендуется воздержаться от высказываний, которые могут быть восприняты окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. К таким высказываниям относятся, например, вопрос решить трудно, но можно, спасибо, на хлеб не намажешь, договоримся, нужны более веские аргументы, нужно обсудить параметры, ну что будем делать. А также следующая тема обсуждения – низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных средств на реализацию тех или иных нужд. Сотрудники ознакомлены на сегодняшний день о персональной ответственности медицинских работников за неправомерно принятые решения в рамках служебных полномочий, о привлечении к дисциплинарной ответственности медицинских работников, не принимающих должностных мер по обеспечению исполнения антикоррупционного законодательства. Обращение граждан о коррупционном характере на действия работников Центральной районной больницы за 2020 год не поступали. По итогам реализации антикоррупционной программы ожидается достижение к концу 2022 года следующих результатов. Это повышение уровня соблюдения прав пациентов, открытость и доступность для граждан и организации деятельности Центральной районной больницы, повышение доверия граждан, повысить уровень качества лечения, обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства о государственных закупках и обеспечить равную доступность медицинской помощи. Лишь специалист обязан открывать расписание. Лишь врач электронный виде запись ясатып прямо баралар. Синде да нашу методика и технология айдарапай. Чем больше син контакт на кимитесен, врач больной и син шукадар не işleyersin. Nağlardan kıymet edersin demekten. Senin var mısın bu meseleler boyunca senin пассифровизация больницada kim cevap verir? Ну, у меня, значит, два программиста, системный администратор есть. И они обучены, в принципе. Они под контролем у нас отдел информатизации есть, Минздраве, Марат Сайдашевич. С ним они Мен барабар кім? Диyan, ne? Adarapaj. Şimdi men ayrımtımlar motorlar ne? Это не так за. На перспективу. План работы. Что за мимо? Именно по цифровизации медицинских оказаний медицинских услуг.